В этом году в рамках национального проекта «Культура» в республике будет модернизировано 64 объекта. Из них 21 – это типовые многофункциональные центры. Один из них сейчас строится в деревне Званка Пестричинского района, пока здание находится на стадии фундамента. Но со временем внутри появится зал для концертов и спортивных мероприятий, а также сельская библиотека. И все это на 370 квадратных метрах. Свои двери новый клуб откроет осенью, а пока здесь активно работают. Всего в нескольких километрах есть еще один клуб. Он тоже находится в Званке, но найти его не так-то просто. Каждого своего гостя он встречает вот такой вот входной группой. Попасть внутрь, как оказалось, тоже сможет не каждый. На двери висит вот такой вот тяжелый замок. А в окнах не видно никаких признаков жизни. Оживить очаги культуры могут только люди. Именно на поддержку их творческой составляющей направлен нацпроект «Культура». О том, как это сделать, говорили сегодня в министерстве. Это и закупка музыкальных инструментов для наших детских школ искусств. Это и грантовая поддержка наших молодежных проектов. Современные гримерные, зал на 250 человек и автоматическая сцена. Все это после реконструкции Нижнекамского татарского драмтеатра. Все декорации дети будут создавать самостоятельно, сами будут ставить спектакли, а наши профессиональные актеры помогут им в этом. В этом году 46 учреждений культуры получат новое современное оборудование. В 2024 году 106. Все это в рамках нацпроекта. Его реализацию сейчас контролирует рабочая группа «Единой России». Если необходимо здесь содействие, координация дополнительная с нашими строителями, с ГИСУ, с Министерством строительства, обращайтесь. Время терять нельзя. Но условия – это еще не все. Главное не строить, а вдохнуть жизнь в построенное. Такую задачу ставит президент республики. Не просто там завклуб пришел, открыл или закрыл, и не пришел. Значит, библиотеки, там, вся эта инфраструктура должна работать в этом направлении. А скоро в районах появится возможность смотреть и столичные спектакли. В 5 планируют открыть виртуальные концертные залы уже до конца года. Зарина Ахметова, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань.